Всем привет! Несомненно, вся наша республика в курсе того, что в честь выжившей в глухом лесу девочки Карине был установлен памятник. А что же насчет серебряного Оскара? Безусловно, вы об этом наслышаны. А вы интересовались, кто же является автором этих работ? Нет? Так давайте же бегом знакомиться со скульптором Николаем Чудчасовым. Прямо у входа в мастерскую нас встретила одна из новых, еще не законченных работ Николая Чудчасова, которую готовят специально для конкурса. Он упомянул, что многие его работы выполняются на бесплатной основе, так как скульптор делает их для различных конкурсов или же в свое удовольствие. Добрый день. Стать скульптором. Но, вернее, я не хотел стать скульптором. Со школы, наверное, мечтал стать художником-мультипликатором. Готовился, рисовал, ходил в Сахафильм, показывал рисунки, готовился к поступлению в ВГИК. Но как-то хотелось чего-то еще побольше, интереснее, и поэтому в художественном училище, когда я учился уже после 9 класса, я пошел в художественное училище. Ну, случайно получилось, не знаю как, просто захотелось попробовать что-то новое. И как-то так втянулся, можно сказать, увидел работы Василия Бочкарева. И это было для меня открытием, потому что кроме памятников, оказывается, скульптура может быть маленькая, такая миниатюрная. Это было для меня открытие, откровение, и поэтому, наверное, это первый толчок, наверное, был, чтобы стать скульптором. У меня дедушка Прокопьев Анисим Григорьевич, известный художник, скульптор. Поэтому он меня научил и рисовать в детстве, он всячески поддерживал. Ну, как бы он не стремился сделать из меня художника, но как-то по дедушкиным тропам все равно пошел. И главное упорность, главное желание что-то делать и полная отдача, потому что профессия скульптора – это не профессия инженера, который приходит на работу, работает, и вечером уходит домой, там у него хобби. У нас, получается, это образ жизни. Зайдя в мастерскую, первым же делом ощущается настоящая творческая атмосфера. Создается такое ощущение, будто бы ты попал в цех по производству самых различных скульптур. А как же изготовляются эти творения искусства? Сначала мы делаем эскиз, от руки рисуем. Ну, сначала получаем какое-то задание, да, или просто сами придумываем какой-то образ, который мы хотим воплотить. И делаем рисунок, предварительный набросок, ищем пространственное положение работы, получается. Это как он будет выглядеть на плоскости сначала, а потом со всех сторон рисуем, чтобы увидеть, как в голове увидеть 3D-модель. Потом мы делаем эскиз, это маленькую полипушечку. Потом делаем примерный макет, потом делаем большую скульптуру уже в размер. Там уже нужно знание анатомии, фотографический материал, даже может быть натура, одежда, историю изучаем. Потом снимается форма гипсовая или силиконовая. После формовки, это называется формовка, после формовки заливается туда воск. Воск тоже поправляется, детали там добавляются или убавляются. После восковки делается еще керамическая формовка. После керамической формовки воск вытапливается. В керамическую форму, уже подготовленную, прогретую до 500 градусов, заливается бронза. Но это если в бронзе работать. Если работать в камне, там немножко, ну почти все те же самые этапы, просто там работа другая маленько. Ну, это время можно посвятить своему творчеству, что-то для себя делать. Потому что это же не профессия, это образ жизни. Все равно что-то делаешь. Такой непростой и интересной оказалась профессия скульптора. Лично я обожаю искусство, тем более, если ее можно рассмотреть со всех сторон. Оставайтесь вместе с нами, впереди нас ждут еще много увлекательных профессий. И, возможно, именно среди них ты найдешь свое призвание.